Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Очередной шаг в борьбе с ковидом. 7 июня по всей республике стартует совместная абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан Абхазии. Наметили продуктивное развитие в области подготовки кадров в сфере туризма. Абхазский госуниверситет и Российский госуниверситет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве. Искусство всех направлений. Выставка работ студентов в Абхазском государственном университете. 3 июня на совещании премьер-министра Александра Анкваба с руководством Министерства по налогам и сборам республики и его региональных подразделений обсуждались итоги работы ведомства за 5 месяцев текущего года. Премьер-министр заслушал отчеты о результатах работы. В работе совещания принял участие вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. По словам министра по налогам и сборам Джансуха Нанба, за отчетный период выполнение плана составило 118,6%. Подводя итоги прошедшего периода, могу проинформировать о ситуации. За период пятимесячный 2021 года план, установленный на 5 месяцев, перевыполнен на 18%. Если говорить в абсолютных цифрах, при плане 865 миллионов рублей за 5 месяцев налоговой службой собрано 1 миллиард 26 миллионов рублей. В этой связи хотелось бы выделить наиболее результативные районы. Это у нас Гагарский район, инспекция Гагарская, Гудаутская инспекция, инспекция Сухумского района. Гулрыбш показывает очень положительную динамику. Ну и, на удивление, Творчал не отстает, тоже в части выполнения планов. Ну и Гал тоже показывает положительную динамику. Что касается исполнения планов в разрезе налогов, тоже наблюдается положительная тенденция с нарастающим итогом за 5 месяцев по налогу на прибыль. Выполнение составляет 109%. По подоходному налогу выполнение составляет 119%. Из наиболее, так скажем, значимых налоговых поступлений в абсолютных выражениях это налог на имущество, выполнение 122%. НДС выполнен на 130%. С общим плюсом в 96,6 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Плата за землю на 164% выполняется. В целом, если говорить о результатах 5 месяцев, план выполнен на 118%. Премьер-министр выразил недовольство результатами налоговых сборов, в особенности в Гагарском районе и Сухуме, потребовав от региональных инспекций Центрального аппарата министерства существенно улучшить работы по выявлению субъектов экономической деятельности, не состоящих на налоговом учете, по взиманию налоговых задолженностей и недопущению впредь недоимок. Подводя итоги совещания, Александр Анкваб подчеркнул важность использования передового опыта в сфере налоговой политики, налаживания тесного сотрудничества в этом вопросе с российскими партнерами, прежде всего имея в виду минимизацию личного контакта налоговых работников с субъектами бизнеса путем перевода системы в цифровое пространство. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия с недоумением восприняли высказывания президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана, сделанные в ходе визита в Турцию премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили относительно разрешения споров между Абхазией, Южной Осетией и Грузией мирным путем в рамках территориальной целостности Грузии. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства от 3 июня.
МИД Республики Абхазия разделяет приверженность президента Турции мирному урегулированию конфликта между Республикой Абхазия и Грузией. Однако, если президент Эрдоган действительно стремится сыграть конструктивную роль в региональной повестке, Турецкой Республике стоило бы отойти от использования ангажированных и шаблонных заявлений о поддержке мифической территориальной целостности Грузии, отмечается в заявлении МИД страны. Призываем все конструктивные региональные силы обратить внимание своих грузинских партнеров на необходимость выстраивать равноправные и справедливые взаимоотношения с Республикой Абхазия, говорится в документе. Об эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 2 июня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 203 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 25 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 385 человек. Зарегистрировано 234 летальных случая, выздоровели 14 772 человека. 7 июня по всей республике стартует совместная абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан Абхазии. Об этом рассказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева. Кроме того, Беляева и заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИПИТ Алиса Мато рассказали о британском штамме коронавирусной инфекции, который впервые был зафиксирован в Абхазии, и о формировании коллективного иммунитета COVID-19. Видео подготовлено пресс-службой Минздрава Абхазии. На первое место по, скажем так, вредности, да, по опасности и так далее, сейчас, перекрыв британский штамм, вышел уже индийский штамм. Поэтому нам уже ждать надо следующего. То, что к нам пришел британский штамм, ничего удивительного в этом нет. Это подвид того же самого вируса. Просто он отличается, во-первых, большей заразностью, медики говорят контагиозностью, и более ранним и более, скажем так, тяжелым течением. В остальном этот вирус ведет себя точно так же, как и базовый коронавирус. Точно так же на него действуют дезинфектанты. Применяются те же препараты при лечении этого вируса. И точно так же от него защищают меры профилактики, маски, обработка рук, соблюдение расстояния. И, соответственно, вакцинация, которая сейчас проводится, по данным, которые на сегодняшний момент есть, вакцинация от этого штамма вируса эффективна. Британский штамм – это не последний штамм, который будет новым, скажем так, у коронавируса. Вы знаете, что сейчас есть и вариант индийского штамма. В будущем будут и другие варианты штаммов, потому что это вирус, тем более РНК-геномный вирус, который более подвержен мутациям. Но мы не должны бояться слова «мутация». Это норма для вируса. Недавно министр здравоохранения России Мурашко это отметил, что «Спутник Ви», та вакцина, которую мы сегодня применяем в Абхазии, она показала очень хорошие результаты по поводу именно этого штамма. С 7 июня у нас по всей республике стартует совместная абхазско-российская программа по определению иммунного статуса наших граждан. То есть будет отобрано по всей стране 3000 проб на антитела. Эти анализы будут бесплатными для населения. Результаты будут сообщены населению по мере выполнения анализов, но я думаю, что не позже, чем через неделю от момента взятия. А в то же время мы посмотрим по этим анализам, сколько людей у нас в республике имеют антитела. Те, кто получили первую прививку спутником Ви, пока нежелательно делать этот анализ, потому что он не даст истинного результата. В течение недели, потому что у нас лимит на количество взятой крови, поскольку делать это будут сотрудники из России. Само производство анализов будет происходить на базе республиканской бак-лаборатории, то есть там есть отделение иммуноферментного анализа, и там, собственно, эти анализы будут выполнены. Да. В свете того, что рассказала Алла Ивановна, хочу добавить, напомнить о том,
как мы достигаем коллективный иммунитет, так называемый популяционный. Для каждого заболевания, для каждой нозологии эта цифра разная. Приведу примеры. Для кори высококонтагиозного вируса это 95%, для полиомиелита 80%, а для ковида, по предварительным данным, это 70%. Соответственно, для того, чтобы у нас была благополучная эпидемиологическая ситуация, нам нужно активно прививаться. Часть населения у нас переболели, уже имеют иммунитет против COVID-19. Другая часть, если активно будет прививаться, то в недалеком будущем, мы очень рассчитываем на это, мы получим цифру, к которой нужно стремиться. Это 70% населения с уже иммунитетом. Новая российская вакцина от Федерального медико-биологического агентства защитит от COVID-19 при любой мутации, рассказала первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева газете «Известия». Об этом передают РИА Новости. В марте глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что агентство разрабатывает профилактический препарат от коронавируса с иммунитетом на клеточном уровне. Антительный держится месяцами, а клеточный годами, порой до 13-17 лет. Позже Скворцова уточнила, что ФМБА рассчитывает на завершение доклинических исследований вакцины уже в июне, а после этого начнется фаза клинических исследований. Новая группа российских волонтеров из 7 человек присоединилась к поискам пропавшего в горах Абхазии туриста Владимира Ульянова, сообщает МЧС Республики. С учетом сложности и протяженности маршрута из числа обратившихся были отобраны 7 волонтеров с соответствующей подготовкой, экипировкой и средствами связи, отмечается в сообщении спасательного ведомства. Волонтеров разбили на 2 группы, в каждую включили еще и по 2 сотрудника поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии. Утром 3 июня одна из групп направилась по маршруту вдоль реки Верхняя Гумиста, другая вверх по реке Киласур. Группы планируют заново отработать весь маршрут, на котором пропал Ульянов, включая высокогорье и альпийскую зону. Возвращение поисковых групп запланировано на 10 июня. Сообщение правоохранителей. Гулрыбский суд 2 июня вновь не удовлетворил повторное ходатайство Ахрикавицба и его стороны защиты об изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей. Гулрыбский районный суд продолжил рассмотрение дела Ахрикавицба и его соратников в среду 2 июня. На 6-м заседании по плану должны были быть допрошены еще 3 свидетелей обвинения, но по различным причинам в суд они не явились. Поэтому Генеральная прокуратура ходатайствовала об исследовании письменных и вещественных доказательств по делу. Суд ходатайство удовлетворил. Следующее заседание состоится 9 июня. Экс-помощник президента Абхазии, командир бригады «Пятнашка» и герой ДНР Ахравицба и его охранники обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбытии, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Вопрос взаимоотношений репатриантов, проживающих в Гулрыбском районе, местных жителей обсудили на заседании в администрации Гулрыбского района. Во встрече приняли участие местные жители, сами репатрианты, совет старейшин, руководство района, депутаты парламента. Подробности в репортаже в нашей рубрике «Амшахтыс» после выпуска новостей. Наметили продуктивное развитие в области подготовки кадров в сфере туризма. Абхазский государственный университет и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве. Что подразумевает документ, нашей съемочной группе рассказали представители абхазской делегации, помощник ректора АГУ Анжела Каджая и доцент кафедры географии и туризма Игорь Цулаев. Все подробности у Анастасии Никоновой. 26 и 27 мая делегация Абхазского госуниверситета посещала Российский государственный университет туризма и сервиса. Главная цель визита, как рассказывает помощник ректора АГУ Анжела Каджая, установление сотрудничества и его дальнейшее продуктивное развитие в области подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства. У нас, конечно, было много задач выставлено ректором, которые мы, надеюсь, решили. Программа у нас заключалась в том, что мы участвовали еще и в онлайн-экзамене по квалификации менеджер по России. И мы познакомились с центром коллективного пользования Ргутиса. Нам устроили очень интересную познавательную экскурсию
как дети в специализированных классах могут интерактивно участвовать в процессе, как они могут представлять свои проекты. По убеждению доцента кафедры географии и туризма АГУ Игоря Цулая, который также был в составе делегации, РГУТИС – один из крупнейших российских вузов в области туризма. И поэтому обмен опытом и сотрудничество университетов положительно скажется на подготовке кадров. Как говорят наши друзья с Российской Федерацией, мы об этом знаем, но когда нам подчеркивают, наверное, это очень приятно слышать, что туризм в Абхазии – одно из стратегических направлений, может даже локомотив, как сказано некоторыми учеными, в экономике Абхазии. И дай бог, вот это сотрудничество приведет к более успешному прорыву в туризме Абхазии, который в настоящее время, на мой взгляд, нуждается в определенных новых формах, новых подходах исследования. И вот эти молодые кадры, люди, которые в будущем будут учиться, ребята и наши в их вузах, и их дети приезжают, наверное, они должны показать вот этот прорыв в туризме, потому что сейчас конкуренция возросла, и нам абхазские курорты надо пропагандировать, показывать, чтобы поддерживать имидж нашего молодого государства. По итогам встречи ректор РГУТИС Александр Федулин и представители делегации Абхазского государственного университета подписали договор о сотрудничестве между вузами. Речь идет об общих учебных программах в области образования и преподавания. Речь идет о внеучебных мероприятиях в области научных и академических областях. Речь идет о совместных исследовательских проектах. Что самое еще приятное, что была достигнута договоренность, студенты нашего Абхазского государственного университета сегодня уже могут участвовать в практике в таких странах, как Испания, Италия и Турция. Сегодня студенты Абхазского университета могут участвовать уже в конкурсе, который ежегодно проводит университет РГУТИС. Конкурс называется «Туристический бренд практики 2021». Уже сегодня они могут подавать заявку и участвовать в этом конкурсе. Цель конкурса – выявление более продуктивного опыта туристического брендинга. И по результатам этого конкурса они смогут информировать те туристические бренды, которые нуждаются в этой информации. Как отмечает помощник ректора, делегация Российского государственного университета туризма и сервиса приглашена в Абхазию для ознакомления с работой Абхазгосуниверситета в области туризма. В скором времени представители РГУТИС посетят нашу республику. Анастасия Никонова, Саидайба, Абаза ТВ. Искусство всех направлений. Выставка работ студентов открылась в Абхазском государственном университете. Это ежегодная экспозиция работ учащихся. Отделение искусства обычно проходит весной. Но из-за пандемии в этом году мероприятие перенесли на лето. На выставке представлены работы всех направлений, которые преподаются в АГУ. Здесь и живопись, и графика, копии полотен знаменитых художников и дизайн костюмов. Подробнее расскажет Надежда Боровикова. Выставка работ студентов отделения изобразительного искусства проводится в Абхазском государственном университете ежегодно. Студенты всех курсов предоставляют свои лучшие работы, а руководство и педагоги отделения формируют экспозицию. В период пандемии мы не смогли провести, выставку, естественно, но за этот период у нас учебный процесс не прекращался, и поэтому у нас работа накопилась. Здесь принимают участие все направления, которые у нас обучают. Дизайн костюма, дизайн графический, останковая живопись и изобразительное искусство, а также ландшафтный дизайн. Студентка 4-го курса направления «Останковая живопись» Идает Атрушба представила на выставку 4 свои работы, но выделить какую-то одну не смогла, так как очень критично относится к собственному творчеству. Во время вынужденных ограничений студенты отделения искусств спасались пленэрами. У меня здесь 4 работы, и написаны не в разное время. Некоторые в прошлом году, некоторые в этом году. Мы выходили с курсом на пленэр, то есть мы работали на свежем воздухе, так как еще карантин, и мы пытались работать на воздухе. Мы еще работали, во время практики мы работали по городу, ездили в морпорт, судостроительный, то есть Зарчукович нас везде возил, и выезжали за пределы Сухума тоже. Недалеко, но выезжали и старались работать. Выступая на открытии выставки, ректор Абхазского госуниверситета Олег Огварамия поздравил студентов и педагогов отделения искусств и поставил перед ними ряд задач, которые были встречены аплодисментами. Я сегодня перед вами ставлю следующие задачи. Первое.
надо сделать отдельно кафедру дизайна. И второе, настолько организационно сформироваться для того, чтобы мы в ближайшее время сделали не отделение искусств, а факультет искусств. Ну и третье. Раз факультет, надо будет продумать создание магистратуры. Выставка работ студентов отделения изобразительного искусства продлится всего 2 дня. Ознакомиться с экспозицией можно до 5 июня в Центральном холле Абхазского государственного университета. Надежда Боровикова, Саид Айба, Абаза ТВ. Спорт. Сборная Абхазии стала 3-й в командном зачете на Кубке мира по полноконтактному рукопашному бою в ходе 12-го Кубка мира в Таганроге. Всего в турнире приняли участие 160 спортсменов. Абхазию представляли 4 бойца, воспитанники секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта администрации города Сухум Александр Зухба и Энри Аграба заняли 3-е места. Тренируют спортсменов Таташ Атумава. Воспитанники заслуженного тренера Республики Абхазия Российской Федерации Ваграм Александр Артур Акопян и Рауль Хзарджан заняли 2-е и 3-е место соответственно. В завершении выпуска о погоде. В пятницу 4 июня в Абхазии переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 16, днем до плюс 23. Температура морской воды 18. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи!